Значит, наша секция под названием «Политическое и социально-экономическое развитие Кавказа в 18-20 веках» продолжает свою работу. Во второй части работы модераторами выступают я и Елена Николаевна Стекалова, кандидат исторических наук, доцент. У нас заявлено во второй части нашей конференции и в нашей секции 11 докладов. Один из них уже прочитан Виктором Владимировичем Авидзева. Остается 10 докладов. Я тогда прочту имена авторов докладов, и чтобы я знал, присутствуете вы или нет. Александр Александрович Боголюбов, Олег Михайлович Морозов. Нет, это Ольга Михайловна. Ольга, извиняюсь. Это я не узнала. Дауд Геннадьевич Тарба, здесь я вижу. Елена Николаевна, вы здесь. Аслан Сейчас подойдет, да? Ага. Ахмедия Камилович, да? Вы здесь? Нет, его нет. Он онлайн, и он не будет. То есть минус еще один доклад. Да. Дальше Алексей Хасанович тоже отсутствует? Значит, еще один доклад отсутствует. Докладчик отсутствует. Инга Закровна. Ее тоже нет, да? И Сослан Османович. Сколько знаю, тоже не приехал. Ага. Значит, таким образом у нас 5 докладчиков отсутствует, остальные здесь. Тогда, с вашего позволения, первый доклад мой. Значит, история гидротехнических сооружений Новоафонского монастыря. Данная тема не возникла случайно. Дело в том, что последние 5-6 лет в Абхазии наблюдаются серьезные проблемы с электроэнергией. Ну, там разные причины, сейчас я не буду все их перечислять, но совершенно однозначно, что Ингургес самое мощное гидросооружение, построенное в советское время, которое удовлетворяло запросы населения как Абхазии, так и Грузии, так и Кавказа и так далее. Сегодня, к сожалению, уже ее мощность не хватает для обеспечения электроэнергии населения Абхазии. И поэтому люди вспомнили, вспомнили, почему я говорю, потому что после закрытия Ингургеса все маленькие электростанции, гидроэлектростанции на территории Абхазии, они все пришли в запустение. То есть в них не было никакой потребности. А вот с появлением кризиса на новом этапе все об этом вспомнили, в том числе ваш покорный слуга вспомнил о наличии такой, пожалуйста, проходите, такой электростанции в Новоафонском монастыре. Вы все хорошо знаете, что те, кто не знает, Новоафонский монастырь был создан в 1876 году. Вот, и, соответственно, в 1882 году, в конце этого года, в монастыре, под руководством первого настоятеля архимандрита Ирона было завершено строительство каменной плотины через реку Псырцха. Официальное открытие этой плотины произошло 7 декабря 1882 года. Это первое такое сооружение на территории Абхазии. Плотина со шлюзом и водопадом обошлась монастырю 8 тысяч рублей. Ну, если это мы переведем на современные рубли, 53 миллиона 760 рублей. Значит, да, миллион. Дальше. Функционально, здесь я извиняюсь, я там просто не подключен напрямую. Здесь замечу, что функционально, изначально, это сооружение предназначалось, собственно говоря, не для того, чтобы строить электростанцию.
изначально она предназначалась для оздоровления местности и предотвращения наводнений, грозивших зданиям монастыря, вызывавших лихорадку по причине застоя воды. А потом уже постепенно сооружение стало использоваться для накопления большого количества воды. Потом рядом с плотиной на правом берегу реки Псетска было построено двухэтажное здание мельницы. Здесь с помощью поступавшей из плотины воды работала мукомольня. Затем вода, свергавшаяся вниз поверх плотины, образовывала красивый водопад. Собственно говоря, в наше время это как раз то место, самое популярное в Новом Афоне, любимое место и для жителей Абхазии, и для наших гостей. Вот. Затем накапливаемая вода использовалась для орошения огородов, маслиновых плантаций, питомников, садов, для очистки, нечистот в нижнем комплексе монастыря. Это тоже, обратите внимание, очень сложная инженерная разработка, которая была тогда сделана, используется до нашего времени. Затем вода поступала в прачечную, в кирпичный завод и так далее. Теперь одновременно, чем дальше монастырь развивался, естественно, потребности росли, по другому стоку воды, вода от плотины шла к морю, образуя у самого берега, сеть прудов с пресноводной рыбой. Это знаменитый сегодня Афонский парк, где у людей нет понимания того, что это когда-то были действительно водоемы, где выращивали рыбу и так далее. Сейчас это просто парковая зона с прудами. Другая система была предусмотрена для снабжения Новоафонского монастыря питьевой воды. У колеса водяной мельницы, расположенной рядом с плотиной, была оборудована водокачка. Я, друзья мои, кратко даю вам информацию. В самой статье полностью приводится информация с соответствующим научным аппаратом, со всеми деталями, описаниями и так далее. К сожалению, в первую часть сборника материалов нашей конференции и моя статья, и статья многих абхазских авторов, в том числе выступавшего передо мной Виктор Владимирович, не вошли. Мы не знаем, по какой причине это произошло, но нам обещают, что выйдет вторая часть, где более детально вы ознакомитесь с этим материалом. Теперь далее, сейчас я демонстрирую вам самое раннее изображение плотины Новоафонского монастыря. Это, собственно говоря, литография, опубликованная Кавериным в его книге, знаменитой его книге «Абхазия, Новоафонский монастырь» 1885 года. Литография сделана с фотографией Баханова. И здесь хорошо видно, что еще много деревянных конструкций, которые потом впоследствии будут заменены на каменную конструкцию. И сама плотина вот таким образом выглядела к тому времени. Далее в фондах Церковно-археологического музея Священной Митрополии Абхазии хранится целая коллекция дореволюционных почтовых открыток. Эту коллекцию мы уже собираем 20 лет, у нас сейчас около 60 таких открыток. И вот сейчас вы видите одну из этих открыток, где мы видим вид плотины и водопада на реке Псетска. К сожалению, качество аппаратуры не позволяет, может быть, все детально увидеть, но у меня на компьютере очень хорошо все здесь видно. Далее, протоиерей Иоанн Восторгов, посетивший Новоафонский монастырь в 1903 году, дополняет сведения о плотине на реке Псетска. К тому времени функциональное использование накапливаемой воды расширилось. Рядом с плотиной, помимо вышеупомянутой мельницы, были устроены лесопильня и хлебная. Они тоже работали на силе воды, поступавшей из этой плотины. Вот еще одна интересная история, уже связанная с гидроэлектростанцией и с тем, как
динамо-машина попала в Новый Афон, она, собственно говоря, первая динамо-машина на территории Абхазии. К 1902 году рядом с плотиной планировалось устройство электростанции. Вот тогда, в тот год, посетил Новоафонский монастырь принц Александр Ольденбургский, основатель современного курорта Гагри. Его сопровождал министр путей сообщения Российской империи Хилков. И они вместе спустились к водопаду, к этой достопримечательности. Ну и, соответственно, принц Ольденбургский сказал отцу Иерониму: вот вы используете для освещения фонари с керосином и так далее, это слишком дорого и не очень качественно, вот, почему не перейти бы вам на электричество? Ну, отец-настоятель, как хороший руководитель, сказал, что нет на данном этапе средств. Вот. На что принц Ольденбургский сказал, что он знает, что в Петербурге в Зимнем дворце будет замена машина «Динамо» на новая, и он попросит императора Николая II лично, чтобы тот, который снимут с Зимнего дворца, передали Новоафонскому монастырю. Принц сдержал свои обещания, и вскоре Новоафонский монастырь действительно получил эту машину «Динамо». К сожалению, я очень сожалею, что она была утеряна в советское время, когда там поставили другие генераторы. Эта старая вещь, она утеряна, хотя это сегодня было бы очень важным экспонатом для Афонского музея. Теперь в отношении запуска Новоафонской ГЭС. Под руководством все того же отца Иерона была проведена вода от самого истока реки Псенска к месту водопада. Для этой цели был пробит тоннель в горе, и вода была пущена на 20 аршин, то есть на 14 метров выше водопада. Эта вся конструкция сохраняется и до нашего времени. Точную дату подачи электроэнергии мы узнаем из работы профессора Бронзова. Он сообщает, что с 1 июля 1904 года весь комплекс Новоафонского монастыря, за исключением храмовых помещений, это особая тема, почему? Потому что изначально духовенство категорически было против того, чтобы храмы, непосредственно где шла молитва, освещалось электричеством. Люди привыкли к свечам, к лампадам, им казалось, что электросвет нарушает вот эту важную атмосферу, которую создавали свечи и лампады для богослужения. Поэтому они очень сильно противились, но потом, через 10-15 лет, они все туда проведут. Вот. Далее, таким образом, можно утверждать, что электрификация Абхазии началась с запуска ГЭС на реке Псерцха 1 июля 1904 года. Далее я демонстрирую вам еще одну почтовую открытку. Здесь очень хорошо видно как раз финальная версия электростанции. Вот здесь вы видите справа здание самой электростанции, она тоже с марсельской черепицей, перекрытием. Вот наверху идет эта труба, о которой я говорил. Здесь целый комплекс, здесь сама плотина и так далее. И вы видите, здесь уже стоят столбы с сетью электропередач. И еще сохранилась дореволюционная почтовая открытка, вот, где запечатлено, вот вы видите, изящный такой чугунный столб с фонарем ночного, судя по всему, электрического освещения. Честно признаться вам, к сожалению, эти фонари стояли по всей территории Новоафонского монастыря, ни один из них не сохранился, вот, к сожалению. Но, по крайней мере, эта фотография нам позволит сделать вот такие изящные, великолепные фонари для освещения территории Новоафонского монастыря. Далее в Государственном архиве Российской Федерации хранится документ о Новоафонской трудовой артели от 12 декабря 1924 года. Дело в том, что... Дело в том, что в 1921 году монастырь закрыли, но из него сделали трудовую артель,
чтобы монахи могли остаться значит, на территории монастыря. И в качестве артели они просуществовали до 1924 года. Этот документ обнаружила Анастасия Костелло и опубликовала его в прошлом году, в 2024 году. В нем сообщается, что названная артель, состоявшая из 400 человек, широко использовала, цитирую, электрификацию и водяную силу. Я вот здесь перечисляю, значит, где помогало электричество для того, чтобы сделать некие аналогии с современной ситуацией. Да, когда мы отказывались от маленьких гидроэлектростанций, мы исходили, я имею в виду население Абхазии, исходили из того, что вот они нерентабельны, они мало дают электричества, и зачем это нужно и так далее. Вот смотрите, динамо-машины, уже, правда, их было 2, обслуживали следующие предприятия артели. Световую электростанцию, литейный завод, токарную мастерскую по дереву и металлу, слесарную, кузнечную, столярные мастерские, лесопильню, часовую мастерскую, мастерскую по медному производству, мастерскую по жестяному производству, сапожную мастерскую и, как там написано в документе, портновскую мастерскую и хлебопекарню. Вот я сомневаюсь, что даже добрая половина перечисленных мною мастерских и маленьких, как бы мы сказали бы, предприятий сегодня функционируют в новом оформе. Кроме того, значит, эта же электростанция, она позволяла обеспечивать, значит, помимо вышеперечисленных мною, и следующие объекты. Больницу, амбулатория и приемный покой на 50 коек, школу, почтовое отделение, таможенное отделение, винодельню. Вот все эти учреждения также освещались электричеством. Таким образом, друзья мои, с учетом регламента, который предоставлен мне, 10 минут, я не буду вам уже рассказывать про вторую часть истории этих гидросооружений, гидротехнических сооружений, потому что в советское время электростанцию перестроят, значит, будет повышена его мощность, вот, и, соответственно, в советское время, как она использовалась, постсоветский период, в наше время, это все уже вторая часть истории гидросооружений Новоафонского монастыря. Благодарю вас за внимание.